Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Неожиданные факты из вашего будущего. И если вам интересно, пожалуйста, присоединяйтесь. Загадайте на себя и давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Очень красивый рисунок, невероятно красивый. Так, давайте пойдем по неожиданным фактам из вашего будущего. Здесь у меня образ человека. Над человеком маленький знак султана. Кто со мной давно, тот знает, что это очень хороший знак. Султан — это повелитель, понимаете? Вот и вам в будущем повелевать. Вы крепко стоите на ногах. Вы все держите под контролем, все контролируете. Вы управляете своей жизнью. Да? Передо мной образ человека-хозяина жизни. Человек – хозяин положения. Знаете, ваша роль. Отличная роль. Кто у меня в семье, в большой семье? Вы смотрите, все вот ниточками с вами связаны. Вас, смотрите, и любят, и уважают, и ценят, и к вам обращаются за советами, за подсказкой, за поддержкой. А вы никому не отказываете. А вам нравится то, что вы делаете. Вам нравится, что вы действительно всех своих близких просто окутали любовью, заботой. Знаете, как оберегаете вы своих близких. Сейчас, скорее всего, у вас есть тревоги за ваших близких, за будущее ваших близких. Кто-то ведет себя, может быть, неумно, кто-то из рук выбился. Да? Все в жизни бывает. Поверьте, все устаканится, все наладится. Вот она ваша роль. В центре, понимаете, в центре Вселенной, со знаком султана в голове, да еще и все в ваших руках. И все в ваших руках. Это неплохо. Для вас это вообще идеальный вариант. Просто идеальный. Вы и мудры, вы и дипломатичны, и дальновидны, и предчувствуете, и наперед знаете. Понимаете, кто как не вы. Всю семью сплотите, объедините, еще каких-то родственников найдете, и там контакт наладите, и здесь. И прям все дружные, все друг за друга, и все концентрируются вокруг вас. Это вы. Поверьте, так оно и будет. Еще один момент. Момент восстановления справедливости. Особенно для женщин отыграется. Женщин, которые пережили предательство со стороны мужчины, коварство со стороны соперницы. Вот вы на них смотрите, да, они сейчас, я так понимаю, вместе находятся, и вам больно от того, что с вами так поступили, что так несправедливо все в жизни происходит. Да? Кто хороший, тот страдает, а кто подленький, наглый, пронырливый, ничем не брезгует, у того человека все хорошо. Смотрите, справедливость будет восстановлена. Мужчину накажут деньгами. Вот он к деньгам у вас стремился, да, вот больше всего на свете денег хотел, вот его там и накажут. Очень незавидная его судьба. А женщина расплатится со своей красотой и своим здоровьем. Вот за всю ту боль, за все те гадости, которые она вам сделала. А вы будете наблюдать за ними. И даже если они куда-то уедут, переедут, там пройдут годы, вам судьба покажет. Вам судьба их покажет, либо о них расскажет. Вы все равно узнаете, что справедливость их и нагнала, и отхлестала, да, и с них жестко спросила. Это будет. Просто отпустите эту ситуацию. Я всегда говорю, хотите наказать врага, простите его. Простите по-настоящему и отпустите. И наказание будет жестким и неизбежным. Так, с правой стороны. Здесь какая-то ваша мечта.
Мечта. Кто-то мечтает приобрести автомобиль, кто-то жилье, кто-то мечтает выучиться на какую-то профессию, может быть, дело свое открыть. Смотрите, в вашей мечте быть. Может быть, немножко медленнее, чем вы в своих мечтах представляли, но тем не менее, будет. И я так скажу, будет медленнее, но зато гораздо лучше. Ну, допустим, вы сейчас сидите и думаете, хоть какую-нибудь комнатушку, но свою. А у вас будет полноценный дом, например, 3-комнатный или 4-комнатный. Да? Вы хотите машинку, пусть маленькую, пусть старенькую, но вашу. А у вас будет новая, хорошая, комфортная машина. Понимаете, бизнес вы хотите свой организовать, думаете, ну как-нибудь там на коленочке хотя бы, да, лишь бы не мешали. А у вас прям предприятие будет, либо офис шикарный будет. Вот так у вас сложится. Так что отпустите, не напрягайтесь. Пусть медленно, но зато очень эффективно, в радость вам. Так, следующий момент. Момент какой-то поездки. Вот кто-то поездку совершит, какое-то глобальное путешествие. А может быть даже и переезд. Да? Кто-то отправится в экзотические страны, кто-то поедет мир посмотреть, да? Кто-то мечтал об определенной стране, определенном месте, да, хотели увидеть. У вас это обязательно осуществится. И на этом дело не закончится, не остановится. Вообще у меня здесь знак путешественника, человека, который познает, который впитывает, который действительно вот от континента к континенту, да, из страны в страну передвигается. Я вижу, что вы будете путешествовать. Вот серьезно вам говорю. А даже если вы сейчас скажете, да ну что там, у меня возраст, какие-то мне путешествия. Не-не-не. Жизнь повернет так, что вы мир увидите, во всей его красе увидите. Сравнивать будете, сравнивать, да. Как говорят, хорошо там, где нас нет. А вы поспорите с этими словами. Придет время, когда вы поспорите. Так, еще кому идет переезд? Понимаете, гости разные, отсыпка одна. Поэтому я вам вариантики даю. Да? Кому идет переезд? Сразу хочу сказать, что будет сложно. Действительно будет сложно. Сложно будет осуществить этот переезд. И еще сложнее будет прижиться на новом месте. Но вы ни в коем случае не должны тухнуть, вы не должны терять свой запал. Если вы этого хотите, если вы к этому идете, вы на это потратились финансово, либо физически, да, ментально, то поверьте, переедете вы точно со всеми сложностями, трудностями справитесь, и вас ждет награда. Вы построите новую, прекрасную жизнь на новом месте. Жизнь будет действительно прекрасной. Ведь вы попадете именно туда, где вам будет хорошо. Туда, где вам будут рады, где вы найдете свое место, где вы вот по кирпичику, да, все это сделаете, создадите, свой мир, свой новый мир построите. И люди вас, кстати, очень хорошие будут окружать. И это не родственники, это, знаете, как соседи, может быть, в стране в этой, да, вы со многими подружитесь. Люди будут вам рады. Рады, что вы приехали. Рады вам помочь, услужить, поддержать. Хороший знак. Не бойтесь трудностей. А если они встречаются на вашем пути, смелее засучите рукава и справляйтесь, боритесь, работу делайте. Поверьте, все наладится. 100% наладится. Так, еще. Здесь два противных человечка. Очень противные. Ох, противные. Мужчина какой-то непробиваемый, упрямец. И женщина с очень острым языком. Такая вот прям меткая, да, как скажет, прям не в бровь, а в глаз. Вот любят они друг друга, любят. Но постоянно у них какая-то потасовка происходит. Да? То спорят, то ссорятся, то расходятся, то сходятся. Не жизнь, а американские горки. Смотрите, вас Боженька объединит. Видите, над вами знак ангела, который вас соединяет. Вы венчаться будете. Венчаться. Либо вы в каком-то святом месте друг другу клятвы дадите. Там не ругаться, не спорить, любить друг друга, ценить друг друга. И эти клятвы вы обязательно сдержите. Так, идем дальше. Здесь у меня человек от кого-то страдает. Ну, как сдерживает вас, либо как давление на вас кто-то оказывает.
Вообще у меня такое впечатление, что вы живете в какой-то большой семье, либо вы как должны перед кем-то отчитываться. Может быть, это родственники вашего мужа. Может быть, это ваш муж возлюбленный, да, прям давит на вас, наседает на вас. Вы не чувствуете себя свободной, вы не чувствуете себя комфортно. Здесь идет полная перестановка персонажей, да, полная смена декораций. И люди, либо человек, который вас, ну, скажем так, доставал, дрессировал, станет ниже на 2 ступеньки, чем вы. То есть идет рост, ваш рост, статус ваш растет, а этот человек, наоборот, как вниз опускается. Сейчас вы от этого человека зависимы, а придет тот час, когда этот человек полностью будет в ваших руках и полностью будет от вас зависеть. Но вы не будете поступать плохо, нет, вы благородная душа. Вы, наоборот, по максимуму будете этому человеку помогать. Вы простите, вы поймете. Скорее будете относиться как человеку, который болел, да, либо болеет. Помогать будете этому человеку. Такой благородный поступок. Знаете, вот кто вас знает, кто знает вашу историю жизни, знает, как с вами люди обращались, поступали. Вас к святой причислят, вот не меньше. Вот серьезно вам говорю, да, за вашу благородную душу, за ваш добродетель. Это по праву ваше. Такая вы родились. Да, либо родился, если мужчина. Поменяйтесь местами. Поменяйтесь. Но идет такое прям благородство. Вы знаете, как вы на дельфине катаетесь. Чистота души, чистота помыслов. Это вы. Они будут зависеть от вас. Либо конкретный человек будет зависеть от вас. Так, идем дальше. Какая-то гениальная мысли, не знаю, даже может быть открытие, да, либо что-то свое, вот что-то придумайте свое, отличное от всех других людей. О вас будут говорить, о вас будут, я не знаю, легенды слагать, возможно, писать о вас будут, либо снимать про вас, не знаю, видео, передачи, да, в новостях, может быть, покажут. Что-то вы такое придумаете, либо что-то такое сделаете. Вот все вокруг ахнут, как гениально, это же гениально. Вот какой человечек, да, талантливый. Кстати, это может быть и кто-то из ваших самых близких людей. Например, сын, дочь, внук, внучка. Опять же, муж, возможно, отличится ваш. Вот знак гениальности и знак всеобщего одобрения, внимания и восхищения. Так, какие-то иллюзии насчет чего-то материального. Может быть, вы в данный период времени считаете, что если у вас будет очень много денег, то вы будете очень счастливым человеком, либо проблемы в вашей жизни все испарятся в один момент. Какие-то есть иллюзии у вас. Либо заблуждение, да, вы живете, может быть, в заблуждениях. Что-то вам наговорили, вы в это верите, вы этого ждете. Смотрите, идет развенчивание всех этих заблуждений, иллюзий и прозрения, к чему нужно стремиться, к чему нужно идти, либо чем нужно заниматься, куда себя применить, вложить. Сразу хочу сказать, какой-то болезненный процесс, все-таки будете разочаровываться. Да, разочаровываться как и в других людях, так и в себе. Но эту мясорубку надо пройти. Просто надо пройти. Другого пути нет. Пройдя вот этот путь осознания, вы выйдете в ровное плато, да, где уже вас невозможно будет не обмануть, и сами вы обманываться не будете. Вы прям все будете очень четко видеть наперед, разграничивать, распределять, отсекать, прибавлять. Понимаете, просто как гений передо мной. Вообще в этой цепке гений выходит. Не зря же у вас над головой знак султана. Знак султана. И да, быть вот таким султаном никогда не поздно, чтобы вы мне не писали в комментариях про возраст. Так, еще новый верный друг у вас появится. Новый верный друг. Очень работящий человек. Либо человек такой трудоголик. Так, информация именно про дружбу идет. Очень интересный, веселый, активный человек появится рядом с вами. И дружить вы будете как, прям как родные, да, не разлей вода.
По поводу мужчины хочу сказать. Те, кто сейчас одинок, девчонки, мужчина ваш есть, он в пространстве уже есть, в вашем пространстве уже есть. Это говорит о том, что встреча неизбежна, причем в самое ближайшее обозримое будущее. Где-то на улице встретиться, либо кто-то познакомит, либо заочно. То есть вы можете познакомиться в интернете, либо кто-то, как сваха, сработает и вас сведет с этим человеком. Так, для мужчин. Мужчина, вам женщину подарит дорога. Вот какое-то путешествие, дорога, командировка. Именно вот в дороге вы найдете свою судьбу. Вот самую прекрасную, самую идеальную, самую желанную, самую добрую в мире женщину. Дорога. Не отказывайтесь от дорог. Вот именно в дороге вы найдете свою девушку, свою вторую половиночку. Так, для тех, кто сейчас общается и встречается, да, у кого уже любовь есть. Смотрите, долго вы будете тянуть с браком. Я, честно, не могу сказать, в чем причина. То ли вы не спешите, то ли партнер какой-то проблемный немножко в этом плане. Может быть, вы там с разных мест, либо вам будет трудно договориться, где кто с кем живет, когда кому переезжает. Несколько лет у вас вот эти встречи будут, да, немножко как затянутые, конфетно-букетный период. А потом вы поженитесь, а потом все будет хорошо. Я вижу вас в собственном доме. Не знаю, может быть, вы вместе построите этот дом, либо, ну, допустим, да, дом есть, а вы совместно его задекорируете, да, там, ремонт в нем сделаете, обставите по своему вкусу. То есть вам быть замужем за этим человеком и жить в достатке, в прекрасном доме, собственном доме. Там, где вы себя хозяйкой чувствуете, и он себя хозяином чувствует. То есть такой дом еще необычный у вас будет, очень энергетически богатый. И, кстати, финансово тоже, чтобы вы понимали. И еще важный момент. Вы друг другу как будто бы удачу приносите. Либо, когда ваши энергетики вот соединяются, внахлёст идут, то происходит, ну, как чудо, да? Вы генерируете сплошной позитив, вы становитесь более здоровыми, более счастливыми, более активными, более просветленными людьми. Вот в вашей паре очень хорошо вместе каким-то бизнесом заниматься, либо друг друга поддерживать в карьере, в работе. Это очень позитивно выглядит. Так, и еще. Жизнь, конечно, очень круто у вас поменяется. Знаете, как прямая противоположность тому, что происходит сейчас. Кстати, да, не сказала, упустила. Рисунок увидела, да, но на другую тему перепрыгнула. По поводу долгов. У кого сейчас какие-то капитальные, глобальные и ужасные долги присутствуют в жизни. Это могут быть кредиты, это могут быть какие-то долговые обязательства, долговые обременения. Неважно. Смотрите, произойдет что-то необычное в рамках государства, либо политики государства. Знаете, как сверху придет эта ситуация. Не могу сказать, что прям обнулится, но, скорее всего, ваш долг, он очень сильно уменьшится. Очень сильно, там, в разы, в десятки раз. То есть вы его отдадите по-любому, но вы его отдадите как-то легко. Понимаете, легко. Может быть, это какая-то гиперинфляция. Может быть, ну вот я просто могу предположить, да, что это инфляция. Может быть, вам какую-то разбивку сделают по оплатам. Может быть, вы даже отсудите свое право, да, не платить полностью. Но тем не менее, я вижу, что вы с легкостью прощаетесь с этим кредитом. Вы легко снимаете с себя это долговое бремя. Так, и еще. Пожалуй, самое важное. Ваша душа вас просит следить за здоровьем. Именно заботиться о себе, проходить профилактические осмотры. Если что-то болит, обращаться к специалисту. Вам отпущена долгая жизнь. Долгая, вы долгожитель. Может быть, в роду у вас были долгожители. Это вообще, в принципе, не важно. Да? Вот именно вам, конкретно, кто зашел на мою цепку, отпущена долгая жизнь. И вам важно максимально сохранить свое здоровье, да, на эту долгую жизнь, которая вам отпущена. Вот. Заботьтесь, пожалуйста, о себе и не игнорируйте потребности своего тела. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.